Добрый день, дорогие мои телезрители. Мы вас приветствуем вновь на телеканале ТНВ «Татарстан. Новый век». В эфире очередной выпуск программы «Кто мы, татары?». И сегодня мы поговорим о славном народе Кыпчаки. И в студии ведущей программы Раиль Фахрудинов. Кыпчаки, они же половцы, они же куманы. Что это был за народ? Куда исчез главный народ Евразийской степи? Кто наследники этого народа? На эти и многие другие вопросы сегодня мы постараемся ответить. И поможет нам в этом наш гость, которого я с большим удовольствием представляю. Итак, ведущий этнолог нашей республики, известный ученый, российский этнограф, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, главный редактор журнала «Туганжир. Родной край» Дамир Мавлявиевич Исхаков. Исальмец Дамировой. Салям. Как-то весной на одной из научных конференций вы высказали очень важный тезис о том, что историю Волжской Булгарии мы уже достаточно хорошо изучили. Нам хорошо понятна история Улуса Жучи. Пора нам взяться за историю Дешты Кыпчак. Поэтому тема сегодняшней передачи – Кыпчаки, Дешты Кыпчак, территория степной вольницы. Но перед тем, как перейти к изучению славного народа кыпчаков, мы с вами посмотрим небольшой сюжет, подготовленный нашей телевизионной группой. Правитель татар умер, оставив после себя двух сыновей. Престол занял старший брат. Младший Шад стал завидовать ему. Сделав неудачное покушение на брата, он убежал, взяв с собой свою возлюбленную. Нашел место, по которому текла большая вода. Они назвали реку Иртыш. В один из дней к ним пришли 7 человек из родственников татар. Началась зима, все покрылось снегом, и они не могли вернуться обратно к себе. Весной эти люди послали одного из своих обратно в татарский лагерь. Посланец, вернувшись туда, увидел, что местность та опустошена врагами. Оставшиеся в живых скрылись в горах. Увидев гонца, они спустились к нему и узнали о новой земле Шада. Они поехали к нему, чтобы оказать царевичу почет. Со временем стали приезжать к нему и другие люди. Так набралось 700 человек. Позднее они размножились, расселились по разным местам и образовали 7 племен по имени изначально пришедших к Шаду людей. Татары, о которых идет речь, представляли собой ту часть древнетатарского населения, которая ушла на запад после падения восточно-тюркского каганата. Они сыграли основную роль в образовании кимакского каганата. Основным населением каганата стали кимаки – тюркоязычные племена, родственные татарам и кипчакам. Одна большая часть союза этих племен – кипчаки – занимали земли западнее от кимаков, ближе к Уральским горам. Сами же кимаки в VII веке входили в состав западно-тюркского каганата и кочевали севернее от Алтая. Большую роль в росте кимакского союза племен сыграл распад восточного каганата, в результате чего к кимакам-кипчакам присоединились татары и другие тюркоязычные племена. Итак, кыпчаки. Впервые кыпчаки становятся нам широко известны в связи с кимакским каганатом. А вот у меня вопрос. Кимаки, татары кимакского каганата, кыпчаки. Это были государственно образующие народы? И вообще это были родственные народы или это был один народ? Что касается кыпчакской проблемы, к сожалению, в Татарстане эта проблема недостаточно изучена. У нас даже ни одна книга не вышла на тему о кыпчаках, хотя
За рубежом есть большие работы, американские работы Питера Голдена, например. Есть у казахстанских исследователей серьезные работы есть. А вот татары как-то из этого процесса выпали, хотя кипчаки имеют прямое отношение к этногенезу татар, потому что главный показатель этого – это вхождение нашего татарского языка в состав кипчакских языков. Поэтому можно смело сказать, что мы двухкомпонентный, состоим из булгар и потомков кипчаков. И потомках тех татар, о которых была посвящена. Но этот вопрос более сложный. Сейчас я скажу, почему татары туда тоже вклиниваются. Вот это как раз этот аспект проблемы хорошо прослеживается на примере начальной истории кипчаков, когда они еще находились в Кимакском каганате. По разным данным, Кимакский каганат возник где-то в 9-10 веках еще, ранние истории есть. И вот есть серьезные данные письменных источников, которые говорят о том, что Кимакский каганат, находившийся в бассейне Иртыша, и там Кимакский каганат сложился, и там была городская цивилизация, даже это были не просто кочевники. И вот письменные источники говорят о том, что во главе Кимакского каганата стоял клан татар. Там известно 7 племен, в том числе древние тюрки, потомки их известные, уйгуры известны там же, и вот татары как правящее племя. Поэтому с этой точки зрения Кимакский каганат даже по правящей династии можно назвать татарским государством. А какую роль кипчаки играли в этом государственном образовании? А вот кипчаки входили в Кимакский каганат. Кипчаки, по данным исследователей, особенно археологов, они находились не в самом центре вот этой территории, а немножко в отдалении. Я думаю, что они жили при Уралье и жили в районе Алтая. Кипчаки. Но, во всяком случае, археологическая культура, которая известна как сроскинская культура, связана с кипчаками, она как раз вот совпадает примерно с территорией современного Алтайского края в тех пределах. А кимаки находились немножко южнее, собственно, вот эта правящая составная часть этого государства. И вот о том, что кимаки и кипчаки имели отношение к татарам, многие ученые подозревали. Вот известный татарский ученый, который был очень хорошим лингвистом, Амир Наджиб, даже в свое время высказал положение о том, что татары находились в степях половецких еще до монголов, он писал. Это очень интересный тезис. Да, и он знал, о чем говорил, потому что по письменным источникам этот вопрос прослеживается. Поэтому, когда мы говорим о кимаках, должны постоянно помнить, что речь идет также о татарском составном этого государства и правящего слоя этого государства. А впервые в каких источниках, какого периода упоминаются кипчаки? Ну, наименование кипчаки мы знаем где-то в 744 году, вот в этих пределах, в 8 веке. Но там очень странная ситуация. Кипчаки один раз упоминаются, потом вот так называемом Серенгинском камне тоже есть наименование. Потом наименование кипчаков исчезает внезапно. И они заново появляются только вот в XI веке. Ученые всячески пытались это объяснить. Вот известный тюрколог Сергей Клишторный высказал точку зрения о том, что они были известны под другим наименованием. Скорее всего, это так на самом деле. Вот Сергей Григорьевич считал, что группа Сианты – это и есть кипчаки, которые играли важную роль в событиях в тюркском каганате, особенно на последних стадиях. Враждовали с уйгурами они, воевали с ними. Но потом вот были вынуждены отодвинуться, и, скорее всего, вот они из Центральной Азии под давлением сначала уйгуров, потом киргизского каганата, они ушли севернее, где вот их потом застают археологические материалы, их мы знаем, вот это уже вот сроскинская культура, это более поздняя. Вот вы уже упомянули имя выдающегося российского ученого Клишторного. Я, готовясь к этой передаче, нашел очень интересное высказывание другого отечественного нашего исследователя, большого специалиста истории кипчаков. Это профессор Плетнева Светлана Александровна. Я позволю себе ее процитировать. «За это долгое время кипчаки пережили сменившие друг друга периоды славы.
военных успехов, экономических взлетов и периоды глубоких падений, когда летописцы и путешественники всех стран и народов переставали упоминать о них. Тем не менее, мы можем уверенно говорить о том, что общей тенденцией кыпчакского общества вплоть до монгольского нашествия в начале XIII века была тенденция развития и подъема. Из небольшого племени, мимоходом упомянутого в китайской хронике, о котором вы сейчас сказали, они к началу второго тысячелетия превратились в сильное, дееспособное и многочисленное этнообразование с политическим влиянием и военным потенциалом. Я бы сюда добавил в рамках Дэшты-Кипчак. Итак, Дэшты-Кипчак, степь Половецкая, это территория степной вольницы? Это огромная территория, от Дуная фактически до Алтая, степная часть. Конечно, кочевники, которые там жили, в том числе кипчаки, они были воинственными группами, потому что мы знаем по многочисленным источникам, как они нападали на соседние государства, воевали с ними, одерживали победу. И вот некоторые воевали с хорезмским государством, с государством Хорезм-Шахов. И вот на это особенно внимание обратить надо, на ту часть, которая взаимодействовала с государством Хорезм-Шахов. Сейчас мы можем достаточно уверенно сказать, что некоторые кипчаки, которые заняли территорию бассейна реки Яика, Урала, они как раз воевали с государством Хорезм-Шахов, потом вошли с ними в тесные взаимоотношения. И одна из их групп, они в русских летописях известны как группа Альбер, племя. По моим данным, еще в 1043 году успела принять ислам. Хотя большая часть половцев были язычниками, тенгрянцами, но одна группа успела принять ислам. Они вот как раз потом тесно взаимодействовали с Волжской Булгарией. Но есть сведения, что среди кыпчаков имело некоторое распространение и несторианство. Да, потому что в Центральной Азии были группы тюрок, которые достаточно рано, еще в начале XI века, усвоили несторианство. Поэтому мы полностью не можем исключить и то, что кипчаки тоже немножко знали, особенно некоторые части, эту веру. Но я думаю, что основная часть половцев оставалась язычниками, тенгрянцами. Вот некоторые группы были мусульманами. Вот, Дамир Абаев, в исторической литературе мы часто встречаем различные этнонимы, да, кыпчаки, половцы, куманы. А в чем разница? И как себя называли кыпчаки? Ну, среди ученых, к сожалению, единого мнения нет. Большинство считает, что это одна и та же группа, просто по-разному их называли другие соседние народы. Вот как они себя точно называли, никто на самом деле не знает. Ну вот наименование кипчаки сильно прилепилось, потому что восточные источники их называют так кипчаками. Хотя вот для западноевропейцев они были куманами. И из-за этого мы сейчас можем только гадать, на самом деле. Но, может быть, единого этнонима не было, а, скорее всего, преобладало племенное самосознание. Но я уже сказал, что вот из-за того, что в их составе были выходцы из состава татар, может быть, татарский этноним им был хорошо знаком, особенно некоторым группам. Я считаю, что татарская группа больше находились в восточной части Дэшты Кипчака. То есть территориально это примерно где? Это примерно Средней Азии, север Средней Азии. И вот именно они вошли в тесные контакты с государством Хорезм-Шахов. И потом, когда монголы одержали победу, они вошли в состав Улус-Джучи, вот именно эти группы. Поэтому, когда вот пытаются объяснить, что такое монголо-татары, и упускают из виду вот это татарское составное. Это очень важно, потому что кипчаки составили очень важную составную часть татаро-монголов, населения Улуса-Джучи. И вот с восточными кипчаками фактически татары тоже вошли в состав этого государства. И когда есть всякие данные о том, что вот эти кипчаки там бежали в Приурале перед монголами, там, под давлением монголов, надо иметь в виду, что в их составе были татары. Вот я один конкретный пример могу привести, связанный с нашей историей. Вот, например, есть такая легендарная история в Дафтаре Чингизнаме татарском. Есть данные о том, что в процессе наступления Храмового Тимура там есть старые воспоминания возникают о некотором народе, который
был народом змей. А ведь на самом деле это конкретно этническая группа кипчаков. Это по-монгольски группа Кай, по-тюркски Уран. И вот если мы посмотрим, при Урале уранцы до сих пор есть, в составе башкир они оказались, но они татароязычные. Я думаю, что вот как раз эта ранняя группа татар, которая пришла в составе кипчаков, они... В Приуралье. В Приуралье. И потом они вот прошлись по границам Волжской Булгарии, ушли дальше на запад. В русском летописи они известны как каипечи. Поэтому это одна и та же группа. Иногда считают, что это монгольская группа. Я думаю, что это не монгольская группа, это тюркская группа, причем связана с татарами. Кстати, в татарстанской топонимике тоже есть. Вот у нас есть районный центр Кайбаш, Кайбицы. В основе этого наименования лежит как раз этноним Кай. Поэтому можно сказать, что мы можем проследить некоторые следы вот этого движения. Да, очень любопытное замечание, кстати, очень важное. Ну вот кипчаки, куманы мы немножко разобрались. А происхождение термина этнонима половцы? Ну, обычно большинство исследователей считает, что это связано с вот световой окраской. Половой, светлой. Ну, потому что куманы вообще тоже такой же смысл имеют, термин куманы. От слова, некоторые ученые производят от слова ком, то есть песок. Такой есть светлый, да. Хотя и другие трактовки тоже есть. Я думаю, что эта световая окраска, она явно играла какую-то роль, хотя кипчак, сам термин, к этому не имеет отношения. Или косвенно имеет отношение. Половый значит светлый. Да. То есть можно ли сделать вывод о том, что вот западная группа половцев, в отличие от восточной, то есть та группа половцев, в которой кочевала Днепр, Донец, Дон, вот эта территория, антропологический тип все-таки был преимущественно светлый и европеоидный? Или так нельзя говорить уверенно? Я думаю, что кипчаки были смешанного происхождения, но среди них точно индоевропейцы были, потомки их. Потому что и древние тюрки не были типично монголоидами. Скажем, вот правящий род древних тюрк, там Ашина, он по своему наименованию объясняет, исходя из индоевропейских языков. Потом мы среди тюрок имеем даже среди монголов так группы, как Уйшен, например, связана с уйсунями. И нельзя считать, что группы, вышедшие из Центральной Азии, все время находились вот только в своем составе. Они по пути вовлекали большое количество людей, которые находились на смежных территориях. Там индоевропейцы тоже были, они вошли в их состав. Я думаю, что по пути и финно-угры были захвачены. Дамировы, кипчаки массово появились на территории Поволжья, вот эти территории степей в XI-XII веке? Да, уже в XI веке. Вот группа Альбер, про которую я сказал, принявшая ислам, она в 1043 году ислам приняла на юге, но есть конкретные данные источников о том, что они летом поднимались к границам Волжской Булгарии. То есть они в бассейне Яика на самом деле жили. Их столичный центр, потом мы знаем, вот по уже монгольским материалам, находился там, где сейчас город Оренбург. Он назывался Актубе. Актубе, да. Да, топонимы Актубе хорошо распространены и в Поволжье, и в Северном Казахстане они есть, и в Татарстане тоже имеются. Вот на территории современной Молдовы проживает небольшой тюркский народ, где тоже очень много тюркской топонимики. Речь идет о гагаузах. Гагаузы имеют отношение к кипчакам-половцам, или это потомки более ранних тюркских племен, которые проживали на территории Восточной Европы до прихода кипчаков? Я думаю, что гагаузы, они потомки более раннего населения, которое было связано с агузами, торки по русским летописям. Но эти торки, которые там находились, они потом все равно вошли во взаимодействие с кипчаками тоже. Поэтому мы уже по более поздним материалам знаем, что кипчаки 12-13 веков это уже немножко не те группы, которые в более раннее время были. Они по пути вобрали в свой состав целый ряд групп, в основе которых лежат и древние тюрки там упоминаются, и потом агузы вошли в их состав. Следы некоторых групп мы отдельно тоже видим. Вот, скажем, среди кипчаков было племя Хорабурекле.
Каракалпаклар фактически. Да, Каракалпаклар. Это вот она из более южного происхождения группы, но вошла в состав кипчаков, и там уже была переработана ими. Поэтому надо понимать, что кипчаки тоже переживали процесс этногенеза на самом деле. И когда они переселились вплоть до Дуная, они создали множество княжеств. Были даже попытки их объединить. Хотя до монгольского нашествия кипчаки окончательно не смогли создать единое государство. Они были очень территориально широко разбросаны. Эту территорию держать в одних руках было весьма сложно. Ну вот эта пресловутая фраза о том, что печенеги, половцы терзали Русь, сильно терзали? Ну, русские княжества с половцами воевали, однако и дружили тоже. Вот очень много материалов есть по поводу того, как половецкие княжны выходили замуж за русских князей, и наоборот тоже связи были. То есть многие дома русских княжеств были тесно переплетены с половецкими домами правящими. И потом одна группа русских княжеств воевала с другой группой, привлекая кипчаков в качестве союзников, как федераты были. Поэтому здесь надо понимать, что происходило сложное взаимодействие. Фактически эти группы, они культурно отличались, потому что половцы – это кочевники, хотя нестандартные кочевники, потому что… А что значит нестандартные? Потому что мы уже в предмонгольское время знаем городские центры кипчаков. Они, может быть, крепостные центры, но у них были оседло-земледельские центры. Там ремесло тоже было свое. И нельзя считать, что кипчаки все время были только кочевниками. Ну и потом, династические союзы заключались. Но я думаю, что и товарообмен между русскими княжествами и кипчаками был достаточно тоже очень плотный. Ну, примеров полно. Достаточно заглянуть в русской летописи, вы там сразу увидите, насколько тесное взаимодействие было. Ну, не только с ними, потому что вот некоторые группы кипчаков взаимодействовали с грузинскими политическими центрами. Мы даже знаем, что при царице Тамаре туда ушла большая группа кипчаков, 40 тысяч человек. И однажды я с азербайджанскими учеными разговаривал. Я спросил, где же эти кипчаки, куда они подевались. А говорят, вы что, забыли? В Грузии все время жило 700 тысяч азербайджанцев. Это, мол, вот частично от их потомки. Хотя вот общепринято считать, что азербайджанцы это, в общем-то, агузы, да? Это не совсем так, потому что азербайджанцев не зря называли татарами. Да, до революции. До революции, потому что в составе… Вот башкир же татарами не называли? В составе азербайджанцев остались кипчаки. Вот как раз через кипчаков их и называли татарами. До сих пор некоторые азербайджанские диалекты относятся к кипчакским языкам. У них агузский в целом литературный язык, и основная масса говорит на агузском языке, агузского типа, а вот часть народно-разговорного языка у них кипчакского типа. Дамир Абай, вот вы неоднократно сегодня использовали слово «исчезнувшие». У меня в связи с этим вопрос. Мы на прошлой передаче много говорили о хазарах. Хазары исчезли или они вошли в состав кипчаков? Я думаю, что хазары тоже растворились в составе болгар, прежде всего, потом кипчаков тоже. Они, такой народ бесследно совершенно не исчезает, он как бы может стать участником другого этнического процесса. Ну, языки-то у них ведь все-таки были разные. Это да, но вот, знаете, это не совсем такой простой вопрос. Хотя вот болгарский язык и хазарский явно относятся к эр-языкам, но все ли население, скажем, Волжской Булгарии или Хазарии говорило на эр-языке, это вопрос спорный. Потому что вот, скажем, в составе Волжской Булгарии мы знаем город Торчск, или же Тухчин, явно от группы Тухас. Это стандартные тюрки. Поэтому я думаю, что когда кипчаки подошли к Волжской Булгарии, тоже шел процесс смешения. Как с русскими княжествами взаимодействовали западная группа половцев, восточная группа половцев взаимодействовали с волжскими булгарами. Кипчаки в это время уже проникали на территорию Волжской Булгарии. До монгольский период. Нет, есть конкретно данные русской летописи. Там, правда, сказано, что это емеки приходили даже воевать в составе одного из отрядов волжских булгар, когда там у них разборка шла по поводу престолонаследия или там за власть, то кимаки вот эти, это, в общем-то, их тоже как кипчаков можно рассматривать. Они участвовали вот в этих военных действиях. Это означает, что те кипчаки, которые остались в районе Яика, прежде всего,
они с Волжской Булгарией были очень хорошо знакомы, взаимодействовали с ними. Совместно с булгарами воевали против Да, монголов. против монголов. Да. К большому сожалению, дамы и рабы, время пролетело очень быстро, но на этом наше путешествие в историю Дешты-Кипчак, территорию степной вольницы, на этом не завершается. Мы на следующей неделе продолжим разговор об увлекательной истории кыпчаков, славном народе кыпчаков, поговорим о государственном устройстве, о городах и, конечно же, о наследниках кыпчаков. А сегодня, дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся, ждем вас на следующей неделе. До свидания.